Какой самый сложный бой был на этих Олимпийских играх? Самый сложный, ну, самый такой, знаете, не то чтобы сложный, сколько такой бой, который я ожидал, это бой финальный. Вот. И этот бой для меня, в моей карьере, как бы, огромное желание наказать своего обидчика. На прошлом чемпионате мира в Чикаго я ему проиграл 1 очко. Да, и несмотря на это, я тогда не чувствовал себя проигравшим, но официально я проиграл. И это 1 очко. Счет был тогда 6-7. Тут такой реванш в финале Олимпийских игр. Нужно было вырвать любой ценой. И у меня было желание огромное выиграть этот бой. И то, что у меня есть, получилось очень хорошо. Хоть и бой не был, может быть, и действительно, как говорят, довольно таким интересным, ну, он был захватывающим для нас, для России. И он был очень важен, понимаете. И как бы вот счет такой хоккейный у нас 4-2. Ну, вот такой счет. И какая-то у нас там судейская система вот такая, что вот так. А что о судьях? Чувствовали давление судейства? Да, чувствовалось предвзятое отношение судей, конечно. То есть на себе, непосредственно на себе, да? И на себе тоже. Поэтому, как бы, во мне еще с детства тренером было заложено то, что вот судейство не всегда бывает объективным, и тебе нужно победу вырывать. Чтобы никто не сомневался в твоей победе. Да. И у меня установка вот уже была такая в корне. И особенно в финале бой нужно было доказать и показать, что я способен стать олимпийским медалистом. Спасибо, Рахим. Россияне гордятся твоей победой. Победа Тищенко. Удачи, желаем успехов. Спасибо. А чем вы занимаетесь в свободное время, если нет тренировок? Я люблю смотреть телевизор. Вот. Я люблю общаться с людьми, с друзьями. Я много чего люблю. Я люблю почитать могу, посидеть за компьютером. Где вы любите отдыхать, если какой-то большой отпуск? Ну как, на море. Что еще нужно? Солнце, море и песок. Больше ничего не нужно, я думаю. Это, допустим, даже если... Ну, как бы... Зимой люблю отдыхать, кстати, в горах. Кататься на горных лыжах. Тоже отличный отдых. А по телевизору какие виды спорта смотрите? Нравится. Вы знаете, нравится мне регби. Нравится мне большой теннис. Футбол я смотрю. Евро 2008 смотрели? Смотрел, да, очень сильно болел. Ну вот в футболе мне нравятся вот, особенно вот эти крупные чемпионаты, когда проходят. Вот, мне нравится смотреть, когда играют по-настоящему хорошие команды. Вот. Ну что, много чего я там люблю в спорте. Зимние виды спорта там есть что выбрать.
мне кажется, всегда, когда дело нравится, не думаешь ни о деньгах, правильно? Не о той же славе. Просто занимаешься любимым делом, а это уже попутно все. Это занимаешься в детстве. Тебе нравится, ты ходишь, да. А с возрастом это не сколько тебе это нравится, а сколько это ты приносишь себя в жертву. Это уже смысл, стиль жизни, да? Да, ты приносишь себя в жертву. Это спорт высших достижений. Ты приносишь себя в жертву, понимаете? По молодости, да, там нравилось, там азарт там какой-то, что-то. А вот с возрастом уже, когда ты достигаешь каких-то высот, то это утвердиться, что-то заработать, принести славу, пользу. Что значит быть успешным человеком? Успешным человеком? Успешным человеком это у человека должна быть какая-то цель в жизни. И он к этой цели должен стремиться. Вот. И если он на этом пути достигает успехов к этой цели и все-таки добивается этой цели, то можно сказать, что это человек успешный и что он не занимался плохими делами, да, а делал для достижения своего результата, шел праведным путем, ну, и достигал высоких результатов в этом деле своем. Вот это, наверное, успешный человек. Вы знаете, есть люди, которые не могут определиться со своей целью, не знают, чего хотят. Чего бы вы им посоветовали? Не сложно им что-то советовать. Это для каждого человека это должен быть, наверное, индивидуальный совет. А почему вообще так бывает, интересно, когда люди не знают, чего хотят? Я тоже не знал, что я хочу от этой жизни. Я просто занимался тем своим любимым делом, чем я занимаюсь. Вот. И у меня это дело получилось. Пошло хорошо. Ну, каждый находит в этой жизни себе дорожку, да? Кто-то нашел себе плохую дорожку, кто-то хорошую. Но раз вы занимаетесь любимым делом, а вы же начали заниматься им в детстве, правильно? То есть, наверное, все зависит от родителей, куда они тебя определяют, да? Да, очень много зависит от родителей, от их воспитания, да. Если ты слушаешь своих родителей, то родители, они же плохого не пожелают. Вы послушным были? Я был послушным, я всегда слушался старших. А у вас был авторитет какой-то в детстве? Я как бы не признавал никаких авторитетов. Ну, например, не знаю, из родственников. Вы имеете так? Да. Ну да. Я слушался родителей. Ну, как авторитет? Ну, для меня родители были авторитетом. Для меня там мой тренер был авторитетом. Вот. А многое зависит от тренера. Вот, например, попадется не тот тренер, и охоту все отобьет. Бывает же так. Вам везло вообще с тренером? Ну да. Я не могу сказать, что мне повезло, мне очень здорово повезло с тренером. Ну, как бы бокс это сложный спорт. Вот. Он достигается успехов только через больших трудностей. Сегодня я благодарен, что рядом со мной оказались те люди, которые в конечном итоге привели меня к золотой медали. Благодаря их усилиям, благодаря лично моим усилиям. Вот. Сегодня с золотой медалью в кармане на Олимпиаде я могу быть благодарен и своим сторонникам, противникам, врагам, как угодно называйте. Вот. Потому что цель уже достигнута. Я прошел, можно сказать, через большие трудности. Были и люди на пути, которые как бы не желали удачи, не сопутствовали на успех. Вот. Ну, это меня делало только сильнее. Спасибо вам, Рахим, за интересную беседу. Спасибо вам. Ну что, интересная получилась беседа? Знаешь, мне очень понравилась беседа с Рахимом. Он настоящий победитель. С вами была программа «Лига чемпионов». Увидимся через неделю. До свидания.